Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Дороги Арктики обеспечивают транспортную доступность Якутии для обеспечения жизнедеятельности населения в условиях Арктики. С 20 апреля предприятие информировало о закрытии автозимников текущего года в связи с завершением зимнего эксплуатационного периода. Каковы итоги завоза грузов по автозимникам, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Сергей Сивцев, заместитель генерального директора предприятия «Дороги Арктики». Сергей Афанасьевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вот с 20 апреля даже смс-ки приходили, запрещен выезд на лед на автозимники в арктических районах. Как проходит закрытие сезона? Так, у нас казенным предприятием Республики Саха-Якутия «Дороги Арктики» обслуживается 8891 километр автомобильных дорог. Из них около 8500 километров – это у нас автозимники. С 10 апреля у нас было понижение до 20 тонн, и с 15 апреля до 10 тонн, и 20 основные дороги на сегодня официально закрыты. У нас остаются два района. Это у нас автомобильная дорога Верхояне, это с поселка Батагай Верхоянского района до Батагай-Алыта Абяны-Батантайского района по объездной дороге 20 тонн. Мы вот этот участок держали до последнего, потому что завоз грузов там только завершается. И официальное закрытие будет завтра, 24 апреля. А еще один район, это у нас в Алайховском районе, это у нас с районного центра, с Чакурдаха до населенных пунктов. Это Чкалово, Оленегорск, Урское устье и Ничалах. Но вообще каждый зимник, он же друг на друга не похож, он по-своему уникальный. С чем, вот с какими особенностями в этот раз пришлось столкнуться? Ну, каждый год это новые вызовы. У нас вообще процесс начинается с пробивки автозимников. Эта работа начинается с ноября, с декабря месяцев, в зависимости от района. В прошлом году, в 25-м, в ноябре-декабре во всех арктических районах была у нас обильные осадки. Выше нормы было во всех районах. И, конечно же, вот это повлияло на пробивку наших дорог. Основные сложные участки у нас были в Нижнеколымском районе. Это пробивка до границы Чукотского автономного округа. Там из-за больших осадков в виде снега был большой слой снега. Из-за этого по сухопутному участку автомобильной дороги болотом, у нас в основном дороги проходят по болотам, по марям, из-за этого не замерзло, вот поэтому пришлось 3 недели пробиваться 67 километров. Еще один другой проблемный участок у нас был в Абыйском районе из-за больших торосов на реке Индигир. Абыйским дорожным участком несколько километров вручную печней пришлось пробивать вот эти участки. После этого только пропускать дорожную технику легковесную, которая у нас практически есть во всех арктических дорожных участках. И еще один момент, это у нас в Усяйском-Янском районе у нас были тоже очень обильные снегопады. Из-за этого тоже пробивка дорог и вообще содержание даже круглогодичной дороги, как Усть-Куйга, поселок Депутатский, у нас 225 километров круглогодичной дороги, тоже несколько раз дорогу закрывали из-за того, что дорогу заметало. Вот поэтому до Нового года пришлось аж 4 раза закрывать дорогу и пробивать по новой вот данный участок дороги. Ну, вот действительно, да, каждый раз новые вызовы. А вот в пиковый период автозимника сколько обычно единиц техники бывает задействовано? Вообще у нас по предприятию на сегодняшний день около 270 единиц техники, но у нас во время пробивки у нас работа начинается с трассировки. Там выезжает снегоболотоходная техника, это у нас в основном снегоболотоход и трекол на трехосном базе, и по ним делается трассировка. Потом уже на легковесной техникой это у нас МТЗ, потом БТЗ выезжают на дорогу, пробивают. Потом уже когда лед окреп и нарастил толщину, мы уже выезжаем на более тяжелой технике. Это у нас основная техника кировцы. Это К-702, К-703 и К-701. Угу. Ну, наверное, самый важный вопрос. Все ли грузы удалось доставить? Да, вот буквально сегодня до обеда было
итоговое совещание УГУПа ЖКХ, я тоже там принимал участие. И все объемы грузов, это в основном для арктических районов топливно-энергетические ресурсы, это уголь, нефть для котельных, а также нефтепродукты, это бензин, дистопливо, там на местах все доставлено. Что делается для безопасности на зимниках? Так, для безопасности в зимниках нашим предприятием последние годы мы устанавливаем, конечно же, пункты обогрева. Мы установили 9 штук за эти годы. И в этом году планируем тоже 3 штуки пункта обогрева установить в Усянском районе, который мы недавно доставили. И следующим зимником будем уже устанавливать на местности Северный и местности Кресты. А вот на автозимнике, да, Яна, если я не ошибаюсь, там же в этом году появилась такая типа точка доступа, когда водитель едет, и тут наконец-то появляется связь, Да, чтобы вообще он позвонил, доложил. автозимник сама по себе это вызов даже для опытного водителя. Мы всегда доводим до водителей, чтобы хотя бы была у них в колонне одна спутниковая связь, чтобы при случае экстренных случаев довести сигналы до необходимых служб. Вот поэтому у нас есть такие протяженности дорог, где расстояние между населенными пунктами доходит до 400, до 500 километров, где нигде нет населенных пунктов, связи нету. Это у нас по тундре, по горной местности там, и так далее. Вот поэтому мы впервые в республике на региональной автомобильной дороге установили пункт экстренной связи. Это в местности Нельгася на автомобильной дороге Яна. Это 545 километр. И в данном участке мы установили пункт экстренной связи, который обеспечивает наша подрядная организация Arctic Telecom, которая там 2 мобильных оператора, это Билайн и МТС, и можно еще по Wi-Fi подключиться к интернету. Вот поэтому при случае поломки и, конечно же, для мониторинга автозимника это очень хорошее начало, так скажем. Да? Вот поэтому в будущем, если у нас в этом направлении тоже будет финансирование, мы в этом направлении будем работать. Ну, да, подождем, посмотрим на ваши результаты. Вы отметили, что в этом году 4 раза, да, пришлось по новой пробивать дорогу из-за того, что ее замело. А вот какие участки по автозимнику являются наиболее сложными? Ну, во всех арктических районах нигде нету легких путей, так скажем. Да? У нас в основном нужно отметить это при районе, где это рядом с морем, это у нас тундра, Мари, где это в основном в Усянском, Аллаиховском, Нижнеколымском районах, да, у нас всегда пурга, метели без остановки. Вот поэтому в этих районах всегда нужна обязательно техника, чтобы присутствовала на дороге, чтобы при случае чего сразу расчищать наши автозимники. Потом у нас есть такие сложные участки в Момском районе, где мы установили пункт обогрева, да, местности Чебаглах, это 226 километр. И вплоть до закрытия зимника практически 2 месяца наша техника там дежурила, потому что там наледь, с 2 сторон горы, объезд невозможно сделать, вот поэтому приходится переправлять, всех перетаскивать на тракторе. Вы, наверное, видели видеоролики, когда десант арктических врачей тоже переправлялись в сторону на автомобильной дороге Арктика, это возле села Сасыр на реке Мома. Вообще в этом году наблюдается же ранняя оттепель, середины марта появились наледные воды, раньше сроков на 1 месяц, да, и пришлось 1,5 месяца тоже в этом участке дежурить наша техника, и всю технику, которая едет по этой дороге, пришлось переправлять, перетаскивать точнее будет. Сергей Афанасьевич, еще такой вопрос. Большегрузы, все-таки они, когда по дорогам передвигаются, дорожное полотно, оно изнашивается. Вот как рост интенсивности движения влияет на состояние дорог? Вообще, если так смотреть, вообще на автозимнике увеличение количества единиц техники никак не реагирует, так скажем. А в основном это из-за перевеса грузоподъемности. У наших автозимников в основном
грузоподъемность до 30 тонн. Сегодня в основном ездит техника четырехосная, это китайские самосвалы, площадь давления на лед и вообще на площадь очень маленькая. И они, если берут на себе большой объем груза, это больше 50 тонн. Из-за этого у нас ломается накат автозимников в сухопутных участках, бывают проломы льда. Вот в этом году в основном этой техникой большие груза, большой объем техники едет в сторону Чуковского автономного округа через автомобильную дорогу Арктика, которая проходит через 3 района Колымских районов. И в этом году в районе Среднеколымска были провалы техники, 5-6 случаев было. Но по мере возможности мы всегда помогаем, кто попал в беду, вытаскивать технику. И по сегодняшний день, по информации, ни одной единицы техники там проваленной техники нет, всех вытащили, получается. И где вот есть проломы, мы всегда вот находим объезды по новой ищем, опять же по новой приходится участки дорог пробивать по-новому. Вот поэтому вот интенсивность дорог не влияет по большому счету, а влияет то, что перевес. Вот даже есть случаи, когда на одном ППРе, так скажем, да, полуприцепе грузят 2 единицы бульдозера, например, которые стоят по 20, по 18 тонн. Это 40 и плюс сам вес машины, это получается 60 с чем-то тонн. И это, конечно же, очень плохо сказывается на автозимнике. И вообще на лед, на озера, и вообще на сухопутные участки тоже. Ну и давайте, наверное, все-таки вы отметили, да, что подготовка к зимнику, да, к следующему сезону начинается в ноябре. Сейчас мы пока этот сезон завершаем. Тем не менее, какие мероприятия предстоит совершить для того, чтобы подготовиться вот к грядущему автозимнику? Вообще подготовка к следующему автозимнику — это тоже очень много комплекс мер. Мы уже сейчас на этой неделе утверждаем план-график на следующий зимник. Мы примерно знаем, по каким направлениям нужно будет открывать автозимник. Мы уже начинаем планировать, в каких участках оставлять в летнее время гусеничную технику болотоходную, которая в летнее будет заниматься планировкой участков дорог. Мы планируем сейчас в каких подъемах и спусках в летнее время на моторных лодках, на вездеходах доехать туда и в летнее время уже вручную или где-то мотопомпами уполаживать вот эти спуски водным водоемом. Это у нас реки, озера там и так далее. Вот. Поэтому план работы очень большой. Помимо этого, сейчас у нас после автозимников начинается ремонт техники на следующий автозимник, потом подготовка знаков и, конечно же, как я уже сказал, планировка сухопутных участков автомобильных дорог автозимников. Ну что ж, более чем понятно. Сергей Афанасьевич, большое спасибо, что нашли для нас время, пришли, так все подробно рассказали. Приходите к нам еще. Спасибо, обязательно. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.